Вы смотрите программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Очередной борт с гуманитарным грузом отправился в Верхоянский район. Расскажем, в чем особенно нуждаются жители. В Якутске жители улицы Бурнашова заявляют о коммунальном коллапсе. 2 года без управляющей компании. Все подробности у нашего корреспондента. Единый день подачи документов в учреждение СПО со всей республики состоится в Якутске. Где именно, когда и во сколько? В Алданском районе в селе Якокит появится 2-я модельная библиотека о современном решении. В Ленске же пройдет реконструкция сквера «Тройка. 2-е дыхание». Гидрологическая обстановка в республике в целом стабильна, однако ситуация в Верхоянском районе на реке Яне остается под особым контролем. В пострадавшие населенные пункты вертолетом доставлено 1,5 тонны гуманитарного груза и прибыли специалисты для оценки нанесенного ущерба. По поручению руководства региона полярные авиалинии начали переброску бойцов строительных отрядов для восстановления жилья и инфраструктуры. Также организован выезд детей из затронутых в потоп паводком сел в оздоровительные учреждения. Все восстановительные работы координируются оперативными группами при поддержке МЧС России. Хочу отметить о том, что по всем населенным пунктам, это в Сурдахе, в Долголахе, в Верхоянске, в Батагае, в населенном пункте Сайды уровни воды ниже критических. Освобождаются дворовые территории от затопления. И сегодня оперативными группами спасателей сегодня активно производится оказание помощи в восстановлении жилья. Итак, основная задача – успеть до заморозков. Очередной борт с гуманитарным грузом отправился в Верхояние. Всего же с начала работы штаба волонтеры собрали свыше 13 тонн помощи от неравнодушных граждан. О том, в чем особенно нуждаются жители Улуса и как откликнулись на их беду якутяне, расскажет Саргалана Неустроева. Больше месяца без выходных и перерывов волонтеры Республиканского центра добровольчества работают над сбором помощи для пострадавших от паводка в Верхоянском районе. В нелегком деле помогает опыт. Якутия не раз объединялась под гнетом стихийного бедствия. Впрочем, и сами неравнодушные граждане уже будто бы знают, что нужно делать в таких случаях. Несут все самое необходимое – продукты питания, одежду, средства гигиены. От имени всего Верхоянского района благодарны всем жителям нашей Якутии в помощи пострадавшим от паводка. Всего якутяне пожертвовали больше 13 тонн различной помощи, которая отправилась в 5 подтопленных наслегов. И все это необходимо было распределить должным образом, не оставив ни одного пострадавшего без внимания. Несмотря на то, что работа была проведена в довольно сжатые сроки, но с большим объемом, все коробки тщательно пронумерованы и промаркированы. Таким образом, населенные пункты получат именно те посылки, в которых они нуждаются. Сейчас пострадавшим особенно необходимы стройматериалы. Время играет не в пользу людей, отмечает жительница Улуса, заместитель главы города Верхоянск Наталья Ефимова. Ее дом стихия тоже не обошла стороной. Но несмотря на это, она продолжает работать в Якутске вместе с волонтерами. Настроение, как северные люди у нас держится. Характер, конечно, у нас, можно сказать, крепкий. Но из-за того, что погодных условий, очень короткий срок у нас остался на осушку дома, из-за этого, да, есть паника. Паника есть, стройматериалов не хватает, опять же, да, и времени тоже. При этом паводковая обстановка в районе остается тяжелой. Дожди до сих пор идут, низины затапливаются, а спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям подготовиться на случай эвакуации. Продолжит свою работу и волонтерский пункт. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск.
Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, уже более 7 лет помогает Якутии привлекать квалифицированные кадры, укреплять экономику и решать кадровые вопросы в ключевых отраслях. За это время в регион переехали 709 человек, многие из которых сегодня успешно работают в промышленности, здравоохранении, образовании, ЖКХ, торговле и других сферах. Главная задача программы – создать условия для добровольного переселения соотечественников в Россию, привлечь трудовые ресурсы, обеспечить развитие территорий и улучшить демографическую ситуацию. Жители дома по адресу Бурнашова, 12/1 в Якутске заявляют о коммунальном коллапсе. Уже несколько лет два корпуса остаются без управляющей компании. По словам жильцов, они вынуждены самостоятельно устранять аварии, платить за прочистку канализации и опасаются, что вскоре могут остаться еще и без электричества. Без управляющей компании не справится. Те, кто понимают, вот можешь подняться, вот эта верхняя, вот стена уходит. Потому что дом садится, этот край садится, стена пошла отсюда. Трещины на стенах, проседающий фундамент и постоянные коммунальные аварии. По словам жителей, все эти проблемы они годами пытаются решать самостоятельно. Но без управляющей компании, говорят жильцы, даже элементарное обслуживание дома стало невозможным. Уже 12 лет мы пытаемся оформить документы. У нас здесь прописки не полагается. 3 человека у нас стараются что-то сделать для корпуса. Остальные только, скажем так, засорилась канализация, платят те, кто неравнодушны, а вызвать сантехника сейчас 15-20 тысяч прочистить канализацию. Сейчас мы канализацию обрубили. Самой острой проблемой жители называют канализацию. Старые трубы постоянно засоряются и дают течь. Чтобы прочистить систему, жильцам приходится собирать деньги самостоятельно. Но, говорят они, это лишь временное решение. Из-за просадки дома сети продолжают разрушаться. По словам жильцов, рядом расположен городской колодец, куда можно было бы перенести канализационную линию. Однако реализовать этот вариант пока не удается из-за земельного спора с владельцем соседнего участка. Мы хотели развернуть канализацию, чтобы жители наши, это обойдется совсем недорого. Ну, фактически, да, согласитесь со мной, канализацию с этой стороны на эту, и вот она выходит сюда. Посильно будет для всех. Частница сказала, что я через свою территорию не пропущу. Однако главная причина коммунального тупика, как выяснилось, юридический статус дома. По словам жителей, уже несколько месяцев они не могут добиться, чтобы к 2 корпусам прикрепили управляющую компанию. У нас желание, скажем так, чтобы нам, наконец, прикрепили этим 2 корпусам, которые числятся по одному адресу, управляющую компанию. Мы не выживем без нее. У нас социально незащищенные слои населения. Пенсионеры, СВОшники, бабушки плюс-плюс. Ну, есть волонтеры СВО. По словам жильцов, они неоднократно обращались в различные инстанции, администрацию города, прокуратуру и Роспотребнадзор, пока люди продолжают ждать официальных ответов и решать все своими силами. И во все инстанции они писали, и никто ничего, никаких ответов на их вопросы. Я хочу все показать, и трещины, и все. Вот то, что соседи ругаются. Вот можете посмотреть, вот трещина, а моя невестка молодая, она не увидела, не доглядела. И вон трещина, и в комнате трещина, и с улицы, везде трещина. И соседи тоже боятся, что этот дом рухнет. Но ответ в строительном округе все-таки дали. Ситуацию объясняют так. Согласно имеющимся документам, эти здания не относятся к многоквартирным домам. А значит, по действующему законодательству администрация не может определить для них управляющую компанию. Именно поэтому жители, по сути, остались без организации, которая отвечала бы за содержание домов. Ранее неоднократно с жильцами данных домов встречались для работы по разъяснению о том, что данный дом не является многоквартирным, и в связи с тем отсутствует законная возможность назначения управляющей компании. Также, согласно выписке из ЕГРН, данное здание имеет статус жилого дома. И
содержание инженерных и конструктивных элементов дома в соответствии с требованием жилищного кодекса и гражданского кодекса возложено на собственников здания, которые являются долевой собственностью каждого жильца. Между тем, жители опасаются, что вскоре коммунальных проблем станет еще больше. После пожара линия электропередачи, питающая 2 корпуса, осталась бесхозной. Жильцы опасаются, что если ее оформят в частную собственность, дома могут остаться без электричества. Почти 30 квартир продолжают жить в ожидании ответа и надеются, что сначала будет решен юридический вопрос, без которого невозможно устранить и коммунальные проблемы. Дарья Краленко, Артумен Наговицын, Якутск. Ровно 3 года назад, 4 августа 2023 года, ушел из жизни Михаил Ефимович Николаев, первый президент Республики Саха. В этот день по всей республике проходят памятные мероприятия, объединенные в единый план, который охватывает более 612 событий. Ключевые события дня развернулись в Хангаласском Улусе, на малой родине Михаила Николаева. Так состоялось возложение цветов и гражданский митинг. У Троицкого храма в Актюмцах прошла панихида. В Якутске в молодежном центре «Патриот» организован показ документального фильма о жизни и деятельности первого президента. Дни памяти также проходят в постпредствах республики во Владивостоке и Москве. Филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает работу по оказанию бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Сейчас ее получили уже более 2800 человек. К юристам можно обратиться по самым разным вопросам. От получения федеральных выплат и назначения пенсии по случаю потери кормильца до решения семейных споров и разбирательств по имущественным и кредитным обязательствам. Вместе с тем проводятся совместные приемы с участием военного прокурора, омбудсмена и прокуроров. Здесь следует отметить, что по вопросам признания безвестно отсутствующим, объявления умершим, обеспечения денежным довольствием – это отнесены компетенции адвокатов. А также юрисконсульт МФЦ и адвокаты не оказывают бесплатную юридическую помощь по делам о банкротстве граждан юридических лиц, уголовным делам, делам об административных правонарушениях. А также при адвокатской палате республики открыты и ведут работу Центры оказания бесплатной юридической помощи в городах Якутск, Нерингри, Алдан и Мирный. Работа по оказанию бесплатной юридической помощи в Улусах ведется по отдельным письменным заявкам социальных координаторов. Они передаются в адвокатскую палату или в прокуратуру. В Якутск с рабочим визитом прибыл сербский доброволец, снайпер, капитан Вооруженных сил Российской Федерации Деян Берич. В первый день он встретился с участниками военно-патриотического лагеря «Путь Росомахи» и воспитанниками кадетской школы-интерната, где рассказал о своем боевом пути, жизненных испытаниях и значении патриотического воспитания молодежи. Также гость посетил учебно-стрелковый центр «Сулус». Подробности в материале Лилии Бурцевой. Деян Берич – один из самых известных иностранных добровольцев, связавших свою судьбу с Россией. Сегодня он занимается общественной и гуманитарной деятельностью, оказывает поддержку интернациональным подразделениям и проводит встречи с молодежью. По его словам, именно открытый разговор с подрастающим поколением помогает сохранить историческую память и передать ценности будущим поколениям. Если мы не будем учить наших детей, будут их учить и другие. И если наши дети не будут знать нашу историю, но буду рисовать историю, и тогда будет беда большая. Вот Якутия, как бы она огромная страна, мало населения, но огромное количество героев из Якутии есть. Воспитанники военно-патриотического лагеря «Путь Росомахи» встретили гостя с большим интересом. Ребята активно задавали вопросы о службе, жизненном пути и личном выборе Деяна Берича. Мне на самом деле очень интересно. Он рассказывает про то, как переехал в Россию. Мне интересно то, что он так в Сербии приехал в Россию, как он вообще выучил русский язык, потому что это сложно, наверное, было для него. Каким образом он попал на войну и чем он там занимается. И личная жизнь тоже интересно, чем он занимается сам по себе. После общения с юноармейцами и кадетами Деян Берич посетил учебно-стрелковый центр «Сулус», где познакомился с его работой и встретился с героем России Александром Колесовым. Когда встречаетесь с героем России, у которого большой боевой опыт, это встреча, которая помнится за всю жизнь. Ну, узнал много чего нового. Не знал, что у Якутии такой большой учебный центр, прям большой-большой. И мы очень рады, что такие легендарные люди вот приезжают к нам в Якутию. Они показывают, что в России мы все едины. Вот он серб, мы Якутия, есть вот братья
дагестанцы, Чечня, там, Башкирия, да, татары, все национальности, все вероисповедания. Здесь границ у нас нету. Мы все братья. Ну а завтра в Якутске состоится региональный форум «Северный рубеж», где участники смогут лично пообщаться с гостем, обсудить вопросы патриотического воспитания, деятельность интернациональных подразделений и поддержку участников специальной военной операции. Лилия Бурцева, Элита Махно, Якутск. Единый день подачи документов в учреждение среднего профессионального образования состоится 7 августа на площади Дружбы народов в Якутске. Мероприятие позволит абитуриентам и их родителям оперативно решить вопросы с поступлением в одном месте. Так, с 10 до 17 часов на площади будут работать представители 32 образовательных организаций со всей республики. В этом году к акции присоединился молодежный кадровый центр. Чтобы подать заявление, при себе достаточно иметь оригинал или копию паспорта, аттестат и фотографии размером 3×4. Также для школьников организуют консультации и мастер-классы, где можно подробно узнать о специальностях, условиях обучения и будущих карьерных перспективах. Главная библиотека республики переживает масштабное обновление. В основном здании идет капитальный ремонт. Из-за задержки поставки строительных материалов работы отстают от графика, но подрядчик обещает поставить точку в конце августа. Сейчас на объекте мастера укладывают керамогранит на полу, красят стены, уже смонтированы потолки из гипсокартона. Впереди установка современного освещения и другие работы в соответствии с дизайнерским проектом. После завершения ремонта читательные залы на 3-м и 4-м этажах предстанут в новом облике. В Алданском районе появится вторая модельная библиотека. Современный тип культурного учреждения готовят в селе Якакит по национальному федеральному проекту «Семья». Руслан Павлов продолжит тему. История библиотечного дела села Якакит началась в середине прошлого столетия. В начале пути это была изба-читальня при сельском клубе, а в настоящем Якакитская библиотека является филиалом знаменитой Некрасовки. А теперь, как и головное предприятие, сельская библиотека приобретет статус модельной, то есть современной цифровой. В 2025 году было принято решение принять участие в национальном проекте «Семья». Особо не надеялись, потому что конкуренция очень большая. Участвуют в этом нацпроекте все 89 регионов Российской Федерации, поэтому конкуренция большая. Но, тем не менее, нам удалось с нашим проектом, с нашей концепцией пройти конкурсный отбор. И в итоге выиграли 8 миллионов рублей. Сейчас в новом помещении сельской библиотеки идет работа по обустройству интерьера и подключению медийного оборудования, чтобы распахнуть двери перед посетителями в преображенной форме. Как гласят сухие факты, Якакитская библиотека обслуживает в год 100 читателей, которые посещают библиотеку около 2000 раз, а годовая книговыдача составляет более 3000 экземпляров. Кроме того, при учреждении работают несколько детских кружков разной направленности. Здесь и светло, и тепло, и сейчас будет очень много новой техники. И будем смотреть, показывать фильмы, да, то есть и музыкальная аппаратура вся. То есть это прям организация будет хорошая праздников. Это прям радость. Мы все ждали, очень, правда. Ждали, потому что с детьми хотелось у нас, чтобы была и своя художественная, да, какая-то там аудитория, потому что детки постоянно приходят, рисуют, у нас кружки летнего чтения. А фонд у нас довольно хороший, как бы, то есть читать всегда есть что. И каждый год он прям прекрасно пополняется, поэтому с этим проблем никогда не было. А плюс к тому, что сейчас новая техника, это прям, это сказка. Местные жители с нетерпением ждут, когда сказка станет явью, а обновленная библиотека будет основным местом притяжения и общения сельчан. Сейчас библиотека – это не только книга, а то, что появились вот эти цифровые технологии, сейчас прямо столько возможностей. Это вообще прямо такой хороший центр досуга будет сейчас в Якаките. Мы очень ждем открытия вот этой библиотеки, когда уже здесь все сделается. Плюс для детей это очень большое развитие. Якакитская библиотека станет второй модельной в Алданском районе, и ее открытие запланировано на 25 сентября. Кто будет следующим, покажет время, но взгляды руководства библиотечной сети района направлены на поселок Куранах. Руслан Павлов, село Якакита, Алданский район.
А ленчане определили судьбу общественного пространства, которое преобразится в следующем году. Всероссийское онлайн-голосование завершилось победой проекта реконструкции сквера «Тройка. Второе дыхание». На выбор жителей были представлены 3 проекта благоустройства. Помимо победителя в список вошли проект продолжения комплексного развития на улице Аюнского и идея создания мини-парка во дворе многоэтажек на улице Аюнского. За все 3 проекта проголосовало около 5000 ленчан. За проект «Победитель» было отдано 1937 голосов. Благодаря победе проект получит гарантированное финансирование из бюджета программы формирования комфортной городской среды. Спасибо всем ленчанам, которые принимали участие в голосовании. Из 3 объектов у нас выиграл проект, как мы его назвали, «Второе дыхание сквера Тройка». Вот, предварительно собирались, обсуждали, выезжали на место. Сейчас самая главная задача – это подготовить мастер-план, проектно-сметную документацию, чтобы уже дальше заявляться в конкурс и пытаться получить финансирование для реализации этого проекта. К другим темам. В Национальном художественном музее Якутии открылась выставка фоторабот российской медиахудожницы Веры Линник. Картины были созданы совместно со школьниками республики и стали уникальными произведениями современного светоискусства. Об этом подробнее знает Диана Антонова. Северное сияние, мерцание льда, солнечная гала. Главные природные феномены республики отразились в фотоработах Веры Линник. Помогли воплотить эту идею 7 активных ребят из арт-лаборатории «Свет Якутии». Поскольку они также являются участниками слета «Зеленые пионеры Якутии», созданные ими образы пронизаны темой экологии. Когда создавались эти работы, дети рассказывали мне световые ассоциации, которые они видят с самого детства. И, конечно, благодаря их чувствованию этих световых образов у нас получились такие абсолютно не похожие ни на что работы. Юные участники проекта смело воплощали свои замыслы. В каждом кадре они сумели запечатлеть уникальность родного народа Саха. Центром экспозиции стала уникальная фотография. Работа, которая, по признанию самой художницы, превзошла все ее ожидания. Дети танцевали национальный якутский танец сохой. И абсолютно случайно, это не было запланировано, у нас проявился здесь образ, вот отчетливо видно, это силуэт головы коня. Это священное животное для Якутии. И то, что он проявился именно в этом танце, это как бы имеет большое значение, такую связь. В общем, я считаю, что у нас произошло световое чудо. Еще с 2024 года в рамках своего проекта «Светотворчество» Вера Линник приобщает российских школьников к современному фотоискусству. В Якутию художница приехала впервые, но свою дебютную выставку она решила провести именно в Национальном художественном музее при поддержке Министерства экологии и культуры. Конечно, она впервые в нашем музее. Она познакомилась с коллекцией, где представлены якутские художники. Большое впечатление на нее произвело творчество Афанасия Осипова. И она пришла к такому решению подарить результат своей лаборатории в фонд нашего музея. Проект сумел выйти за рамки обычной выставки и запечатлел уникальный свет Якутии. Жители и гости Якутска смогут познакомиться с экспозицией в музее в течение месяца. Диана Антонова, Владимир Павлов, Якутск. Школьники из разных образовательных учреждений Алданского района приняли участие в масштабном международном проекте, став гостями практической школы округа Большой Хинган в Китае. 15 подростков не просто увидели Поднебесную, они прожили маленькую жизнь в другом государстве, став настоящими послами доброй воли и укрепив побратимские связи между Якутией и Китаем. Так ребята приняли участие в насыщенной программе мастер-классов, прогулялись по исторической площади Цзиньчжи, погрузились в атмосферу древней архитектуры. Самым ярким приключением стал визит в авиационную школу. Алданским школьникам выпал уникальный шанс почувствовать себя пилотами. Очередной летний вечер в парке имени Чиряева в Нерюнгри превратился в настоящий праздник души и традиций. Здесь развернулась колоритная программа, пропитанная духом русской культуры. На мероприятии побывали и наши коллеги из Нерюнгри. Программа вечера была продумана до мелочей и рассчитана на гостей всех возрастов. Люди пришли с семьями, с друзьями и соседями. Ведь, как верно подметили организаторы, чем больше гостей, тем веселее праздник. С первых минут гостей закружили в хороводах. Музыкальное сопровождение радовало разнообразием. От классических народных хитов до современных ремиксов, которые увлекали молодежь.
Особую изюминку вечеру добавили конкурсы с призами. Каждый мог попробовать свои силы, проявить смекалку и артистизм. Люди, многие пришли в костюмах, надели кокошники, нарядились, улыбаются, в хорошем настроении, подпевают песни, танцуют. В общем, тематическая вечеринка людям понравилась, сама идея им понравилась, поэтому они пришли в центр города и сегодня будут вместе с нами веселиться. Праздник в парке – это не разовое событие, а часть большой и насыщенной культурной жизни города. Каждую неделю здесь готовят новые развлечения, кинопоказы под открытым небом, творческие встречи с художниками, концерты, игровые программы в скверах. Мы были на барабанной вечеринке под навесом. И вообще летом очень классно тут проводить время. В парке стало очень комфортно гулять с детьми, много разных локаций, площадок. То есть мы с ребенком на дискотеку могли сходить, на качелях покататься, всякие концерты устраиваются летом. Нам очень нравится. Впереди жителей и гостей Нерюнгри ждет еще больше ярких событий. В ближайшее время запланирован День физкультурника, праздник спорта и здоровья. Парк имени Чиряева продолжает быть тем самым местом, где лето становится по-настоящему активным и разнообразным. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.